يجف المداد ويعلو حدائي وأرنو لشمس سمات في السماء أقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تساموا لجنح فضائي. Как же рассуждает Иблис? «Я лучше него, ты создал меня из огня, а его из глины». Это и есть его логика. В то время как наш пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалам, как нам известно, делает акценты на спокойствии, смирении и доброте по отношению к созданиям Аллаха. И когда человек достигает определенного уровня знаний или понимания религии путем чтения, усвоения правил, выстаивания ночных молитв, путем поста в дневное время, то признаком искренности этого является не внешнее проявление этих дел, а скорее улучшение характера и взаимоотношений с другими людьми. И, соответственно, признаком ошибочности или неискренности является отсутствие улучшения его нрава или даже обратный эффект. Например, человек начал больше заниматься поклонением, но в нем преобладает гнев, раздражительность, сердитость. Мы видим некоторых наших братьев, пусть Аллах наставит на прямой путь и их, и нас. Чем больше они укрепляются в религии, тем агрессивнее их лица, тем грубее они становятся с другими людьми, тем сильнее они начинают презирать общество и становятся суровее даже по отношению к членам своей семьи, которые в меньшей степени прониклись религией. Откуда это исходит? Почему такие последствия укрепления в религии? Проблема в отсутствии связи между внешней стороной поклонения, в том числе поиском знаний и искренностью в совершении его. А истина в осознании своих целей и намерений только ради Аллаха Всевышнего и его довольства, в осознании необходимости этого для тех, кто стремится к благочестию. Мы должны пристально взглянуть на самих себя и попытаться найти правдивость в наших сердцах. О, тот, кого Аллах благословил возможностью часто посещать мечеть. Почему Аллах осчастливил тебя этим? Каково будет твое мироощущение за пределами мечети, ведь ты покинешь ее вскоре, как урок окончится. Если ты окажешься в неприятной ситуации, когда, идя своим путем, столкнешься с молодыми людьми плохого нрава, не думающими об окружающих, от грязной, беспокойной и резкой музыки, которых глохнут все вокруг, а они еще и повышают свои голоса неподобающим образом, как ты воспримешь их? Глянешь ли ты на них с милостью и состраданием, сказав: «О Аллах, они не слышали того, что слышали мы. Позволь и им услышать это и приведи их к успеху». Когда пройдешь мимо них и вы встретитесь взглядами, если ты скажешь «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату», улыбнувшись и пройдешь спокойно дальше, как вы думаете, как это подействует на них? Или же, покидая урок с некоторой набожностью в сердце, где вы прилежно учились, молились с джамаатом, и вот вы видите этих людей, и если вы скажете «Аудзу билля, что это такое?» и посмотрите на них строгим взглядом, то это не поиск убежища у Аллаха от греха, это не то, как его стоит искать. Именно в этом и заключается разница между божественным знанием пророка Мухаммада, салляллаху алейхи вассалам, и знанием сатаны. Это воспоминание одного из ищущих знаний. Он был озадачен тем, что не знал, к кому идти, к этим людям или тем. Он увидел два джамаата, каждый из которых говорил: «Мы на Коране и Сунне», и он не знал, к кому присоединиться, к тем или другим. Он подошел к набожному человеку, и тот сказал: «Мы пойдем к тем и к другим. Позвольте мне показать вам». Они пошли к первой группе с намерением показать ученику их. Оба стали, пока их шейх говорил. Когда шейх увидел этого человека стоящим, он повернулся к нему и сказал: «Садись, почему вы стоите?» Тот ответил: «Я не хочу сидеть в твоем маджлисе знаний». Шейх спросил: «Почему ты не хочешь?» Тот ответил: «У меня есть кое-что против тебя». Тот шейх ответил: «У меня есть еще 1000 вещей против тебя. Выходи, шайтан, и не разрушай наш маджлис». Хорошо. Молодой студент, находившийся рядом с ним, сказал ему: «Пошли, пока нас не побили». Они пошли ко второй группе и повели себя точно так же. Шейх ставил урок. Он спросил: «Не присядешь ли ты? Почувствуйте разницу. Сядь и не присядешь ли ты?» Тот ответил шейху: «Я не хочу сидеть на твоем уроке». Шейх спросил: «Почему?» Он сказал: «В моем сердце есть что-то против тебя». Шейх опустил голову и стал плакать, прошептав: «Инна лиллях, астагфируллах». Может, Аллах дал тебе увидеть те мои ошибки, которые он скрыл. Прошу прощения у Аллаха. Шейх продолжал плакать. Тогда тот набожный старец повернулся к молодому человеку и сказал: «Ну так что, к какому джамаату ты присоединишься? Тому или этому?» Таким образом, уровень благочестия и веры проявляется в нравах тех, кто это благочестие ищет. Когда ты попадаешь в ситуацию, где не будешь знать, что выбрать, какую из сторон, и каждая будет говорить «мы на истине», то сравни их нравы. Там, где представлен добрый и кроткий нрав, там и представлена истинная религия. И там, где нрав отсутствует и религия, и знание. И нет пути к благочестию и богобоязненности без хорошего нрава. Нет пути к знаниям без хорошего нрава. Таким
образом, если знание или богобоязненность не воспитывает в человеке добрый нрав, то это значит, что есть изъян в знаниях этого человека. Это и есть тот метод, которым мы судим, что вовсе не значит, что надо судить всех и вся. Давайте судить самих себя. Так мы можем поправить себя непосредственно в том, что между нами и Аллахом. И этот самый дефект существует у человека, который кажется благочестивым и богобоязненным. Из-за отсутствия понимания или недопонимания важных аспектов религии в плане хорошего нрава и отношениях с другими. И последним пунктом, который мы упомянули, было что? Это проявление в вас вашей преданности исламу и то, как вы изменились к лучшему. И кто бы ни поступал подобным образом, тот и есть неподдельно искренний. И вместе с этим один человек пришел в общество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, и его сподвижников. И это был человек достаточно уважаемый в глазах людей, и он полагал, что он лучше остальных. Люди повернулись к нему, и тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, спросил сподвижников: что вы думаете об этом человеке? Сподвижники ответили: о посланник Аллаха, это человек очень уважаемый. Если бы он посватался к кому-нибудь, то не ушел бы с отказом. Пророк, алейхиссаляту вассалам, замолчал, а мужчина пошел величественной походкой, а затем сел. Спустя некоторое время пришел бедный и менее удачливый человек, но с праведными деяниями и искренностью перед Аллахом. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, снова спросил сподвижников: что вы думаете об этом человеке? Сподвижники ответили: о посланник Аллаха, этот мужчина не может жениться, если захочет. Он слаб, беден, и у него нет ничего. И если бы он попросил руки девушки, то ему было бы отказано. Пророк, алейхиссаляту вассалам, сказал: разница в превосходстве этого человека над первым равна весу земли, поклявшись Аллахом. Пришел другой человек, услышав от сподвижников, что этот человек постится и молится ночами, учится, запоминает и то, и это, и другое, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: я вижу на его лице след от влияния шайтана. После того, как человек подошел, пророк, алейхиссаляту вассалам, спросил его: о такой-то, считал ли ты себя лучше остальных, находившихся в мечети? Он ответил: да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: я вижу след воздействия шайтана на твоем лице. И это путь оценивания себя. Если ты пришел куда-то, то не думай, что ты лучше, чем остальные. Это религия адаба к нашему Господу Аллаху. И это отражение того, как мы ведем себя с другими творениями. Согласно этому, мы должны освежить свои представления о благочестии и богобоязненности. Я прошу у Аллаха тауфик для вас и для меня. ووفقنا فيها للإقبال عليك ووفر حظنا من عطائك وبارك لنا في هذا الموسم واحفظ الحجاج والمعتمرين وزوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين واحفظهم في شؤونهم وفي أحوالهم واقبلهم وأكرمهم وأقبل عليهم وأكرمنا بهم يا رب العالمين. ومن لم يكتب له هذا الموسم نسألك أن توفر حظه من تغانم هذه الأيام والليالي وأن تكرمه بالتوفيق لصلاة الفجر في جماعة والجلوس إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين بعد ذكر الله تعالى حتى يكتب له ثواب الحج والعمرة. واحفظ اللهم أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي لبنان وفي السودان وفرج عن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن الأمة واكشف الغمة وعجل المسلمين بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. وبارك اللهم في هذا المسجد وفي من عمره وتقبل منهم وأحيي مساجدنا وأصلح فيما بين المسلمين وبين مساجدهم يا رب العالمين. واحفظ اللهم هذا البلد وابسط فيه بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والرشاد والصلاح والطاعة والرشاد وجنبه وأهله وسائر بلاد المسلمين أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والأمراض والمعاصي والحروب والذنوب والجهالات والأنكاد. ووفق من وليتهم أمر هذا البلد لما تحبه وترضاه وأعنهم على خدمة دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأيدهم في ذلك ببطانة صالحة ومكنهم في ذلك ومكن لهم بذلك وسائر من وليتهم أمور المسلمين واجمع شمل علماء المسلمين ووحد صفوفهم وانزع عن القلوب محبة الدنيا ونزغة الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا تحرمنا ونحن ندعوك ولا تردنا ونحن نسألك ونرجوك. إلهنا ببركة طواف الطائفين وتلبية الملبين وما أكرمت به الصالحين في هذا الموسم أجمعين. اللهم إنا نسألك بالصدق الذي أوردته على قلوب الطائفين ببيتك وبما تتجلى به على قلوبهم في هذه الليالي والأيام أن توفقنا لما تحبه وترضى وأن تصلح قلوبنا وقوالبنا وأن تثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نعمل وفيما نعتقد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة فاغفرها وإن مساوئنا كثيرة فاسترها. اللهم أصلح منا ما فسد
حسد، وطهر باطن الروح وظاهر الجسد، ولا تكلنا يا مولانا إلى أحد، بفضلك يا فرد يا صمد، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.